Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте. Да, здрасте, Сергей, здрасте, радиослушатели. Начинаем, нашу передачу «Пятница». Чтобы не забыть, просто хотел проанонсировать сразу передачу «Традиции», которая выходит по субботам в 15:00, которую я веду, да, и в частности в этот раз, завтра в субботу, будет интересная тема, по крайней мере для меня она интересная. В 2020 году, в этом году, исполнилось 250 лет со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. В 1770 году на склоне Согласия был подписан соответствующий договор. Я услышал об этом, когда Владимир Путин поздравлял Ингушетию, да, и заинтересовался этой темой. И мне очень интересно, что это вхождение было действительно добровольным. Государственности ингушей тогда не было, но роды старейшины решили присоединиться к российской короне. И уже в 1841 году, но еще до, причем это случилось, кто не в курсе, еще до Кавказской войны. Поэтому у нас, у многих есть, знаете, такое ощущение, оно немножко такое смазанное, что была Кавказская война, она продлилась весь XIX век, и все, местные народы, они все воевали с Россией, а Россия там, со всеми воевала. Но это, мягко говоря, не совсем так. Там была гораздо более сложная картина, в частности, ингуши еще до Кавказской войны вошли добровольно в состав России. В 1786 году уже происходило создание первых отрядов, и дальше они ингушских для защиты крепости Владикавказ. И дальше они, в общем, практически всю историю находились в том или ином виде на воинской службе. И, например, в 1841 году, это если там про Кавказскую войну, например, Николай I наградил ингушей почетным боевым знаменем, да, за, кстати говоря, то, что они защищали Назрань, тогда это было Назрановское укрепление, от войск Шемеля. Так тоже, на всякий случай. Ну и в дальнейшем много раз в составе российской армии, потом советской армии, да, ингуши проявляли себя в боевых ситуациях с самых лучших сторон. И, например, 325 ингушских всадников, 80 офицеров получили боевые награды по итогам Крымской войны. А Крымская война, так на всякий случай, была с Турцией, которая была с Османской империей, которая тоже исповедовала ислам, мусульмане. И еще и во Второй Турецкой войне, ингуши участвовали, и Александр II награждал их георгиевскими крестами разных степеней, большое количество кавалеров. Позже точно так же ингуши проявляли себя и в ходе русско-японской, и Первой мировой войны. Интересно, что было даже 5 генералов. Это тоже удивительно. 5 генералов ингушей. И более того, они входили в личную охрану императора, и императорских, членов императорской фамилии. Я просто к тому, что надо понимать, что это не могло быть просто формальностью, да. То есть, если император доверял этим людям жизнь себя и своих родственников, а они были вооруженной охраной, это не то, что там какие-то стояли, какие-то там парадные, эти самые, вооруженные охраны, значит, он действительно считал их, преданными, и компетентными. Компетентными в своем деле. А в советское время уже в 1941 году 11 тысяч ингушей ушли добровольцами на фронт, и известен этот эпизод с обороной Брестской крепости, который, насколько мне известно, и в советское время очень, был значим, звучал в Ингушетии, участие ингушей, и в обороне Брестской крепости, героическая, оборона, которая стала символом просто сопротивления советского народа, и там, как известно, один из тех, кто участвовал, был Барханоев, которому впоследствии поставлен памятник в Ингушетии. Он героически погиб, был или последним, или, по крайней мере, одним из самых последних защитников Брестской крепости. Масса героев, около 50 представлений на героя Советского Союза. И интересно, что, кстати говоря, первый герой России тоже я, например, даже я например, об этом не знал сам. Первый герой России был тоже летчик Суламбек Асканов, человек, который свой самолет отвел от деревни в Липецкой области, а сам погиб. И по этому поводу ему есть памятник тоже, поставлен и в Липецкой области, и на родине. Завтра в передаче «Традиция» в течение часа мы будем говорить на эту тему, потому что, мне кажется, это важно и интересно. И не только потому, что в этом году 250 лет исполняется, а и потому, что есть стереотипы такие, достаточно негативные
по этому поводу, да, насчет того, что вот Российская империя там всех, так сказать, завоевала, кого только могла, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, нет никаких вариантов в плане, как бы, да, вот этого общего дела, общего служения. Я считаю, что вот этот эпизод, он как раз очень показателен, да, для того, чтобы эти стереотипы разрушать. Поэтому завтра в 15:00, в субботу, передача «Традиции». Да, слушайте. Я думаю, что это важно, потому что традиции, как я говорил, бывают разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Вот это хорошая традиция. Хорошие традиции надо сохранять, а от плохих, кстати говоря, стоит избавляться, потому что далеко не все традиции хорошие. Завтра в 15:00 передача «Традиция».